В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» и я, ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. И мы начинаем с главного события этой недели. 18 февраля в Москве состоялась официальная встреча президентов Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Президенты говорили о дальнейшем укреплении союзнических отношений в контексте реализации договора между двумя странами. Обсудили вопросы выплаты долга по железнодорожному кредиту и облегчения режима пересечения абхазо-российской границы. В рамках рабочего визита в Москву Рауль Хаджимба встретился также с министром энергетики России Александром Новаком. Вчера президент вернулся на родину. Итоги визита главы государства подвела Сима Аргон. Своего коллегу Рауля Хаджимба президент России принял в загородной резиденции Новоогарева. На встрече российский президент заявил, что между двумя странами успешно развивается сотрудничество в направлении экономики и безопасности двух государств. Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Абхазии продолжится и дальше, а на переговорах обсудят отдельные перспективы. У нас и договорно-правовая база становится более основательной. И практическое взаимодействие развивается практически по всем направлениям в сфере экономики, в сфере безопасности. Объем наших отношений достаточно большой, я имею в виду его разносторонний характер. И, конечно, очень рад возможности с вами поговорить по всему комплексу этих вопросов. В свою очередь, президент Абхазии отметил, что с того момента, как лидеры стран встречались на переговорах в последний раз, подписан ряд соглашений в развитии основного договора между государствами. Продолжают решаться важные вопросы экономики, безопасности, а также вопросы социальной сферы. Кроме этого, он отметил, что и в дальнейшем надеется на укрепление отношений между странами. С момента последней встречи произошло значительное количество перемен в взаимоотношениях наших стран. Подписано ряд секторальных договоров в развитии основного договора. Есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера. Сегодня уже практически начался процесс повышения пенсий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии. Есть уже соответствующие работы и в части, касающейся Министерства культуры, взаимоотношений органов внутренних дел. Я думаю, что это развитие должно быть интенсивным и получит дальнейшее подкрепление. Далее лидеры двух государств говорили за закрытыми дверями более 40 минут. Подводя итоги переговоров, президент Абхазии отметил, что на встрече шла речь о вопросах, связанных с нашим экономическим положением, содействия социально-экономическому развитию Абхазии, железнодорожного кредита, вопросы улучшения ситуации на границе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Рауль Джумкович, какие конкретно вопросы обсуждали на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным? Цель как раз-таки продолжить наш диалог по части, касающейся большого нашего договора и по секторальным соглашениям. Мы обсуждали вопросы, связанные с экономическим положением, вопросы финансирования, вопросы уже набившего оскомину кредита по железной дороге и вопросы, связанные с улучшением ситуации на границе, возможностью открытия старого моста для пешеходной части, вопросы ситуации по энергетике и ряд еще других вопросов. В рамках рабочего визита в Москву Рауль Хаджимба встретился с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Абхазией и Россией в области энергетики. В частности, Рауль Хаджимба поблагодарил руководство Министерства энергетики России за оказанное содействие в разрешении критической ситуации с подачей электроэнергии в Абхазию. Были намечены конкретные вопросы и шаги по аспектам реализации обговоренных вопросов. Рауль Хаджимба также встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым. Один на один Хаджимба и Суркова обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Российская сторона, по словам Хаджимба, готова сотрудничать по всем направлениям, начиная от вопросов безопасности и заканчивая вопросами экономики и оказания финансовой поддержки. Сима Аргон, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Общественность на этой неделе активно обсуждает решение парламента об отмене с 1 апреля 2016 года безвизового режима. Согласно закону о порядке выезда из Абхазии и въезда в республику, визовый режим вводится для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Иными словами, в Абхазию без виз смогут въезжать граждане только тех стран, которые признали ее независимость. Сторонники введения визового режима считают, что эта мера усилит миграционный контроль. Противники же полагают, что введение визового режима нанесет ощутимый экономический урон республике.
О плюсах и минусах закона мы поговорим с гостем в студии, а пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. 15 февраля исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Ветераны афганской войны, живущие в Абхазии, возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке боевой славы. В афганской войне участвовали 136 воинов-интернационалистов из Абхазии. 11 человек получили ранения, 15 человек погибли, 13 из них посмертно награждены боевым орденом Красной Звезды. Коммунальные службы Сухума ведут работу по благоустройству Сухумской крепости и прилегающей к ней территории. Им предстоит расчистить от зарослей сохранившиеся стены крепости, огородить открытую часть крепости и участки исследованных ранее сооружений античного и средневекового периодов. Работы начались в середине января и продлятся до июля этого года. Окрестности Сухумской крепости – территория прибрежья, откуда зарождался город. Основные празднества к 2500-летию столицы планируется провести именно там. В администрацию города Сухум поступило письмо, в котором Абхазская православная церковь обращается к главе города с просьбой изменить герб Сухума. Претензии служителей церкви к гербу заключаются главным образом в том, что на нем изображены нехристианские шестиконечные звезды. Письмо, как того требует процедура, перенаправлено в Сухумское городское собрание на рассмотрение, но депутаты отказались менять герб Сухума. Свое решение они мотивировали тем, что в предложенном варианте нового герба акцент сделан на христианской символике, а Абхазия, как известно, многоконфессиональная и светская страна. В повестку дня очередного заседания Сухумского городского собрания был включен вопрос об изменении количества избирательных округов в столице в сторону уменьшения. Сейчас их 26. Параллельно сократилось бы число городских депутатов, однако эта инициатива не получила одобрения большинства депутатов столичного собрания. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении бывших должностных лиц администрации Сухума. В период с 2012 по 2014 годы список лиц, жильцов дома в Сухуме по улице Басария, 37, ими были включены граждане, у которых не было законных оснований для получения жилплощади в указанном доме. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Преподаватель Абхазского госуниверситета, экономист Иракли Черкезия стал победителем конкурса на создание логотипа чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА. Чемпионат мира среди национальных футбольных команд, не входящих в ФИФА, пройдет в Абхазии с 28 мая по 6 июня. Победитель получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей. В конкурсе участвовали более 100 человек. Победитель был определен путем голосования на странице Федерации футбола Республики в Фейсбуке. 16 февраля ограничения на подачу электроэнергии сняты по всей территории Абхазии. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, были проведены абхазо-российско-грузинские переговоры по покрытию дефицита электроэнергии. Необходимый объем электроэнергии до начала паводков Абхазии будет поставлять ее стратегический партнер. Тема энергетического кризиса в Абхазии была одной из главных на переговорах премьер-министра Артура Миквабия в Москве. Об этом сказал глава Кабинета министров Абхазии на пресс-конференции после возвращения. По его словам, правительство пока не планирует повышать энерготарифы. Он обратил внимание на тяжелую ситуацию в энергетической отрасли. Из-за изношенности сетей потери электроэнергии составляют около 40%, сказал он. При этом потребление электроэнергии растет с каждым годом, а собираемость платежей невысокая. По словам Артура Миквабия, будет создана рабочая группа, которая займется проблемами развития топливно-энергетического комплекса Абхазии. Он также напомнил, что в российской инвестпрограмме заложено 60 миллионов рублей на проектно-изыскательные работы в энергетической отрасли. Премьер-министр также рассказал о том, что разработана бесплатная программа повышения квалификации на уровне министров, которая стартует 16 мая этого года. Поддержку окажет Абхазии Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации. Министрам будут предложены 4 обучающих модуля, 3 в Абхазии, 1 в Москве. На втором заседании конкурсной комиссии при Министерстве экономики Абхазии были утверждены 20 объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в рамках инвестпрограммы на 2015-2017 годы. Это объекты систем водоснабжения и водоотведения, расположенные в 5 районах страны – Сухумском, Гулрыбском, Ачамчирском, Кварчалском и Галском. Желающие принять участие в тендере должны поторопиться. На сбор документов и подачу заявок дается 15 дней. Соискатели должны обладать опытом работы, собственными средствами и материально-технической базой. Оценивать застройщиков будет специальная комиссия по бальной системе. Качество строительных работ и расходование инвестиционных средств будет контролировать Управление капитального строительства Абхазии. В среду Ассоциация предпринимателей Республики Абхазия провела первый съезд, на котором прозвучало требование приостановить действие закона на добавленную стоимость и создать рабочую группу из числа представителей ассоциации для доработки закона.
В середине декабря под конец 2015 года госкомпания «Абхазавтодор» получила часть финансовых средств, выделенных в рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи на ремонт и реконструкцию дорог. В программу включено 15 объектов, расположенных в нескольких районах республики, и 16-й объект – дорога Сухума-Чемчира. В настоящее время работы ведутся в нескольких районах республики, в том числе в поселке Агузера Кулрипского района и на улице Чанва в Сухуме. В перечень вакцин Министерства здравоохранения Абхазии включен новый препарат Гексаксим. Это комбинированная вакцина, которую прививают от 6 видов заболеваний. Первая партия препарата уже доставлена в республику в рамках гуманитарного проекта международной организации ЮНИСЕФ. Страна-производитель вакцины – Франция. Представительство Россотрудничества Абхазии объявило о приеме документов на обучение в вузах Российской Федерации. Сроки приема документов с 24 февраля по 10 марта. Об этом сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Сергей Федченко на встрече с вице-президентом Виталием Габне. Отбор кандидатов на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации проводится по квотам, выделенным Министерством образования России для граждан и соотечественников в Абхазии. Введенный в Абхазии карантин дал положительные результаты. Заболевание гриппом в республике пошло на спад, а это значит, что мы достойно вышли из сложившейся ситуации. Об этом сказал министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов во время брифинга в Минздраве в пятницу. Карантин был продлен до 25 февраля только в Галском районе. По словам министра здравоохранения, чтобы говорить о наличии в Абхазии комаров, переносчиков вируса Зика, нужно иметь хотя бы одного заболевшего этим вирусом в республике. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас обсудим введение визового режима. У нас в гостях заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Таня. Здравствуйте, Кан Валерьянович. Здравствуйте. Прежде чем мы будем обсуждать тему введения визового режима Абхазии, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты на эту тему. Давайте. Закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия регулирует порядок получения иностранными гражданами разрешения на пребывание, временное проживание, получение вида на жительство, трудовую, предпринимательскую и иную работу в Абхазии. Что касается закона о порядке въезда и выезда из Абхазии, то речь идет о контроле миграционных процессов. С этой целью вводится визовый режим со странами, не признавшими независимость республики. Те граждане, которые не имеют абхазского гражданства, обязаны будут въезжать в Абхазию в соответствии с теми процедурами, которые прописаны в законе. Та процедура, которая существовала до принятия этого закона, она сохранена, и особых сложностей нет. И даже скажу более, что система, в общем-то, процедура въезда на территорию Абхазии, что, чем мы гордимся, является одной из самых легких в мире. В настоящее время до вступления в силу нового закона въезд и выезд в республику регулируется положением, действующим на основе указа президента. Речь идет о порядке въезда в республику Абхазия и выезда из Абхазии иностранных граждан, граждан СНГ и лиц без гражданства. Предусмотрены два типа виз – обыкновенная и рабочая. Выдачей обыкновенной визы занимаются в консульской службе Министерства иностранных дел. Для регистрации в службу обращаются те, кто приехал в Абхазию с гуманитарной миссией или же с целью отдыха. Кстати, за 2014 год число зарегистрированных граждан составило более 4500 человек. В последующем году их количество немного увеличилось на 100 человек. Что касается наступившего года, то визу уже получило около 200 иностранных граждан. При этом нужно отметить, что иностранные граждане из стран дальнего зарубежья реже всех остальных приезжают к нам с целью отдыха. Это в основном сотрудники международных организаций. Бывают граждане европейских стран. Раньше в Абхазию приезжало большое количество граждан Германии, Польши. На данном этапе их количество немного сократилось, но тем не менее мы видим, что если процедура будет сохранена, и если им будет не так сложно въехать на территорию Абхазии, то я думаю, что о резком изменении, в общем-то, уменьшении количества иностранных граждан, приезжающих сюда отдыхать, нам не придется. Порядок получения визы согласно новому закону, который вступит в силу с 1 апреля, выглядит так. Иностранный гражданин сначала заполняет анкету на официальном сайте МИД. В течение 5 рабочих дней анкета рассматривается, и заявитель получает ответ. Отрицательный ответ, как правило, обосновывается, а положительный подкрепляется документом о разрешении въезда на территорию республики. Именно этот документ иностранный гражданин должен предъявить на контрольно-пропускном пункте ПСО при въезде и в обязательном порядке в течение 3
дней с документом, удостоверяющим личность, он должен явиться в консульский отдел внешнеполитического ведомства. В противном случае гражданин, нарушивший правила без вкладыша в паспорте визы, не сможет выехать за территорию республики. Кстати говоря, стоимость визы, к примеру, на 10 дней составляет $10. Как инструмент для исполнительной власти, для нашего государства, в первую очередь, для того, чтобы усилить контроль. Соответственно, и увеличить доходы государственного бюджета в части получения разрешений на въезд, то есть виз. Такая практика существует практически во всех странах. Этот инструмент для того, регулирует все эти потоки. Государство от той или иной экономической ситуации или положения использует этот инструмент. Новый закон в Государственной миграционной службе расценивают как качественный инструмент для усиления контроля. По данным миграционной службы, наибольшее количество трудовых мигрантов – выходцы из Узбекистана, Белоруссии, Армении, Украины, Молдовы и других стран СНГ. Отпугнет ли визовый режим трудовых мигрантов? Вот я постоянно ссылаюсь на Российскую Федерацию, это ближайший сосед, стратегический партнер. У них разрешение на трудовую деятельность сроком на 6 месяцев стоит 27 тысяч. У нас членов стоит 3000 рублей. Я считаю, что это просто мизер. Может быть, даже из-за этого к нам больше и бегут, что здесь, потому что вообще других никаких пока нету. Ни налогов, абсолютно не освобождены от всего. Может ли сократиться количество туристов иностранных граждан? Вопросы, которыми все чаще задаются в нашем обществе. Между тем, в сети интернет пользователи на страницах и форумах выражают свое мнение. Многие потенциальные туристы Абхазии уже передумали ехать в республику. Другие же одобряют правовой шаг. Еще один справедливый вопрос. Не закрывается ли Абхазия от медленно налаживающихся внешнеэкономических связей со странами, не признавшими независимость республики? Как введение виз отразится на предпринимательских отношениях и в целом на инвестиционный климат? Закон об иностранных инвестициях, который у нас был принятый 23 года назад, в 2014 году вступил новый закон. Там были очень либеральные льготы, которые позволяли инвесторам получать преференции в виде отсутствия платежей по налогам и так далее. Но на практике сложилось так, что это особого экономического эффекта не дало. Там более 3 десятков компаний за 23 года воспользовались этими льготами. Введение виз в отношении граждан, потенциальных инвесторов, это, знаете, не может стать таким ограничивающим фактором. Со вступлением закона в силу с 1 апреля количество типов виз также увеличится. Асида Малия, Саид Агухава, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Итак, Ан Валерьянович, с 1 апреля парламент принял решение о введении визового режима Абхазии. Еще раз, это касается тех стран, которые не признали независимость Абхазии. Вопросов к этому закону много. Да. И первый такой, вообще зачем понадобилось вводить визовый режим? Не самоизолируемся ли мы от внешнего мира? В первую очередь я бы хотел напомнить, что визовый режим в Республике Абхазия существует с середины 90-х годов. Вот так вот. Вот так. И на сегодняшний день это не новшество, как говорится, введение визового режима. Да? До принятия закона о порядке выезда из Абхазии и въезда в Абхазию визовый режим регулировался внутренним положением МИД Абхазии, постановлением Кабинета министров, а также указом президента от 1995 года в редакции 2013 года о создании КПП «Ингур». Как вы понимаете, для государства наличие 3 документов, регулирующих визовый режим, не совсем эффективно. Поэтому необходимость принятия подобного закона действительно существовала. Вот, как вы сказали, закон был принят, и с 1 апреля он вступает в силу. И он коснется иностранных граждан тех государств, с которыми у Абхазии не подписано межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках. То есть речь идет о 8 странах СНГ, за исключением России и Республики Молдова. Что касается стран, которые нас признали, ввиду отсутствия подобного закона не было необходимости в подписании со всеми странами, признавшими нашу независимость, не было необходимости в подписании соглашения о безвизовых поездках. Ну вот сейчас, в принципе, на данный момент у нас уже есть подписанные соглашения с Российской Федерацией, с Республикой Никарагуа, они ратифицированы.
Подобное соглашение с Республикой Южная Осетия находится на стадии согласования, и потом в дальнейшем оно будет ратифицировано. На днях министр иностранных дел Вячеслав Андреевич Чирикба дал указание Международно-правовому отделу МИД Абхазии подготовить проект соглашения о безвизовых поездках с Приднестровской Молдавской Республикой, с Нагорным Карабахом и, соответственно, представить его на подписание. Вы сказали, что это коснется жителей из стран СНГ. Да. Понятно, мы ориентируемся на российского туриста. Но в последнее время в Абхазию стали приезжать и туристы из стран СНГ, в том числе из Беларуси. Вообще есть ли данные о том, какое количество людей из стран СНГ посетило в прошлом году Абхазию? Ввиду отсутствия закона, регулирующего въезд тех граждан, с которыми у нас не подписано соглашение о безвизовых поездках, у нас с нашей стороны пока статистика такого рода не велась. То есть мы не знаем точно, сколько граждан из стран СНГ посещают Абхазию. Мы единственно можем ссылаться на ряд туроператоров, которые сообщают, что по разным оценкам не более 7% из общего числа туристического потока составляют граждане из стран СНГ. А в остальном, в принципе, все граждане стран СНГ, приезжающие в Абхазию, являются трудовыми мигрантами. И в частности, закон затронет именно правовое регулирование вот этих вот трудовых мигрантов, приезжающих в Абхазию из стран СНГ. Хочу также отметить немаловажную вещь, что все страны СНГ, кроме России, которая в 1999 году сняла с нас санкции, и кроме Беларуси и Туркменистана, которые воздержались от введения санкций против Абхазии, все остальные страны до сих пор из режима снятия санкций не вышли по отношению к Абхазии. Поэтому это еще один фактор, который говорит нам о том, что в правовом русле регулировать поток иностранных граждан из стран СНГ необходимо. К примеру, приехали туристы из стран СНГ. У них будет стоять в паспорте отметка об абхазской визе. Потом, в будущем, если они решат выехать на территорию ЕС, не будет для них это препятствием? Хороший вопрос. Ну, естественно, это все было предусмотрено еще в 90-х годах, как я говорил, в середине 90-х годах. Виза Республики Абхазия представляет собой вкладыш в паспорт. Никакой отметки в паспорте, ни штампа не ставится. Соответственно, иностранный гражданин, посещающий Абхазию, получает вкладыш, и в дальнейшем этот вкладыш ему не создает никаких препятствий для путешествия по другим странам. Мы из сюжета видели, что туроператоры стран СНГ уже отреагировали на эту новость о введении визового режима. Они говорят, что количество туристов сократится, но не будут люди связываться с этой бумажной волокитой. Так ли оперативно будет оформляться визы в Абхазии, как вот обещает наша консульская служба? Да, вы правы, действительно существуют опасения также наших граждан в том, что уменьшится туристический поток со стороны граждан стран СНГ. Мы все прекрасно знаем, что Абхазия – это туристическая страна, и, в принципе, мы должны быть открытыми для туриста. Но не менее важно понимать и осознавать, что необходимо правовое регулирование миграционных потоков в Абхазии. Поэтому в данном случае, если речь идет о том, что число иностранных граждан из стран СНГ, именно туристов, резко увеличится, и мы будем это наблюдать, то всегда можно внести соответствующие коррективы в закон и оперативно отреагировать. А что касается выдачи самой визы, то в ближайшем будущем МИД Абхазии планирует открыть на КПП ПСОУ пункт выдачи визы прямо на месте. В консульском отделе. Там есть штат достаточный для того, чтобы оперативно выдавать визы? Ну, мы будем, во-первых, смотреть на то, какой поток будет идти. Потому что, опять-таки, исходя из статистики туроператоров, на которую я ссылался, не более 7% от общего числа туристов являются иностранными гражданами, вернее, гражданами стран СНГ. И представьте себе, что если границу в день пересекают 1000 человек, то только там 70 из них, допустим, будут те, которым необходимо будет выдать визу.
Соответственно, мы уже будем исходить из практики и на месте решать вопрос о штате, о количестве штатов в этом пункте выдачи виз. Проговорите еще раз, какой порядок оформления выдачи виз на территории Абхазии, как это будет происходить, куда нужно обращаться еще раз, сколько это будет стоить? На данный момент, пока закон не вступил в силу, порядок оформления онлайн. Для этого нужно зайти на официальный сайт МИД Абхазии, в раздел «Въезд в Абхазию» и следовать простым инструкциям, которые состоят из заполнения анкеты, отправления ее на электронный адрес нашей консульской службы, после чего в течение не более 7 дней иностранный гражданин получает ответ по электронной почте, ему высылают документ под названием «Разрешение на въезд». С этим документом турист его распечатывает, иностранный гражданин его распечатывает, и с ним он беспрепятственно въезжает в Республику Абхазия. На данный момент по приезде в Абхазию иностранный гражданин в течение 3 дней после приезда должен явиться в консульскую службу МИД Абхазии для получения визы. Без визы иностранный гражданин из Абхазии не сможет выехать. Поэтому таким образом мы себя как-то ограничиваем от тех людей, которые могут въехать без визы и выехать. Над этим проектом закона парламент работал 8 лет. Да. Какие предложения были со стороны МИДа? Да? Какие прошли, какие не прошли? Предложения, дополнения, поправки? Около 8 лет действительно он обсуждался в парламенте. И, безусловно, не только МИД, но и другие соответствующие компетентные министерства предлагали свои поправки. Такая процедура по принятию любого закона. Я сейчас не буду перечислять все поправки, которые предложил МИД, но могу сказать, что по результату мы видим, что не все поправки МИДа были приняты, но в любом случае для нас самым важным является то, что режим получения визы не усложнился. В новом законе были учтены все наши пожелания в части, касающейся облегчения получения визы. Что делать тем иностранным гражданам, которые на момент вступления в силу закона проживают на территории Абхазии? Им идти в консульскую службу и брать визу? Как я уже сказал, иностранный гражданин без визы Республики Абхазия не сможет выехать за пределы Абхазии. Соответственно, иностранным гражданам, находящимся на территории Абхазии и в момент вступления в силу закона, необходимо будет как-то законно урегулировать свое нахождение на Абхазии. Хочу также отметить, что иностранный гражданин из стран СНГ, заезжая в Абхазию без визы, может находиться на территории Абхазии неограниченное количество времени. А, к примеру, гражданин Российской Федерации, наш главный союзник и стратегический партнер, ввиду того, что в соглашении о безвизовых поездках прописано, что непрерывное нахождение на территории Абхазии может составлять не более 90 дней, по истечению этого срока должен будет выехать за пределы Абхазии и через некоторое время сможет заезжать обратно. То есть у нас получается, что режим нахождения на территории Республики Абхазия более благоприятен к гражданам стран СНГ, с которыми в Абхазии не установлено никаких дипломатических отношений, чем к нашему главному союзнику и стратегическому партнеру. Нужно ли получать визу тем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые получили на территории Абхазии вид на жительство? Нет, в законе это предусмотрено. Иностранный гражданин, обладающий видом на жительство, может беспрепятственно заезжать и выезжать из Абхазии. Некоторые страны для стимулирования роста туристического потока в летний период отказываются от визового режима. Это касается тех стран, для которых туризм является одним из главных источников пополнения бюджета. Может быть, нам тоже по этому пути потом пойти? Как я опять-таки уже говорил, мы на сегодняшний день не знаем точное количество туристов из стран СНГ. Потому что в данном случае новый закон в основном касается лишь стран СНГ. Как я сказал, это 8 стран СНГ и Республика Молдова. А из этих стран основной миграционный поток является трудовым. Поэтому мы не знаем, сколько точно туристов приезжает из стран СНГ. Закон будет регулировать также и статистику в этом вопросе. Таким образом, мы сможем видеть, контролировать туристический поток из этих стран
И, как я уже сказал, если будет видно, что число желающих приехать в Абхазию из стран СНГ туристов резко увеличится, мы постараемся предложить меры по облегчению их въезда в Абхазию. Мы в сюжете видели, слышали комментарии главы миграционной службы. Я бы хотела, чтобы вы проговорили еще раз, не усложнит ли закон нахождения на территории Абхазии трудовых мигрантов? Я убежден в том, что никоим образом закон не усложнит их нахождение на территории Республики Абхазия, а наоборот, он с правовой точки зрения узаконит их нахождение здесь. Кстати, Государственная миграционная служба очень активно борется с нелегальными трудовыми мигрантами в Абхазии, но их так много, что человеческих ресурсов просто не хватает. Не всех можно проконтролировать. Я убежден, что существуют и те, которые работают здесь без соответствующих документов. И, кстати, по статистике Министерства экономики за 2014 и 2015 годы около 1,5 миллиарда рублей было отправлено из Республики Абхазия в другие страны. Соответственно, эти денежные средства никоим образом не участвовали в нашей экономике. Мы должны понимать, что человек при въезде направляется на работу в Абхазию. То есть, таким образом мы сразу сможем отсеять или, я бы лучше сказал, уменьшить количество нелегальных трудовых мигрантов на территории Республики Абхазия. Для представителей международных организаций, которые сотрудничают с нашим неправительственным сектором, гражданским обществом, этот закон будет ли являться дополнительным препятствием, может быть, при въезде на территорию Абхазии? Нет, абсолютно этот закон будет регулировать, там все предусмотрено, будет регулировать также и их беспрепятственный въезд, тем более это сотрудники международных организаций. Я могу сказать, что около 5000 виз было выдано за последний год иностранным гражданам. Здесь речь не идет о гражданах СНГ, так как закон еще не вступил в силу. То есть мы видим, что в принципе потоки тоже немалые, но они в основном идут через КПП «Ингур». Как мы все знаем, там на КПП «Ингур» режим пересечения границы более жесткий, чем на КПП ПСО. На КПП ПСО он максимально упрощен. И поэтому, чтобы получить визу иностранному гражданину, планирующему приехать через КПП «Ингур», необходимо заполнять анкету и, в общем, следовать процедуре только онлайн. На КПП «Ингур» никакого пункта выдачи виз на месте не планируется. Вы сказали, что визы уже действовали, да, для представителей международных организаций. У них штамп в паспорте? Нет. Виза с 90-х годов являлась вкладышем. Это мы понимаем сегодняшние реалии и не хотим, мы наоборот хотим быть открытой страной, привлекать сюда людей, поэтому руководство приняло решение еще в 90-х годах не ставить никакие штампы, не клеить никакие визы в паспорта, а делать вкладыши с тем, чтобы не препятствовать иностранным гражданам в посещении других стран. Недавно МИД потребовал от представителей генерального секретаря ООН и сотрудников его офиса визу. Представители занимались организацией женевских дискуссий. Я бы хотела спросить, не повлияет ли введение визового режима на дальнейший формат женевских дискуссий? Известно, это площадка, где Абхазия может отстаивать свои интересы и свою позицию. Не последует ли ответная реакция со стороны ООН? Повторюсь, визовый режим и в части, касающейся участников женевских дискуссий, он был. Просто он на некоторое время был приостановлен. Мы ссылались на указ президента от 1995 года в редакции 2013 года о создании КПП «Ингур», где четко прописано, что всем сотрудникам международных организаций необходимо выдавать визы. Мы ссылались на этот закон, но потом по техническим причинам временно его действие было приостановлено именно по КПП «Ингур». И, соответственно, участникам женевских дискуссий визы не выдавались. Но потом, когда все наладилось, все проблемы были решены,
естественно, мы потребовали визы от всех участников женевских дискуссий, так как они являются сотрудниками международных организаций. И, в принципе, поначалу это как-то воспринялось не очень, конечно, положительно, но когда мы объяснили процедуру, что процедура не будет составлять никакой сложности для них, в принципе, ничего для них не менялось, так как они и до введения для них виз, они подавали все свои документы в режиме онлайн, это все согласовывалось, и им выдавался документ разрешения на въезд. Единственное, что для них поменялось, это что им нужно было, теперь придется приходить в консульскую службу и получать визу. Вот и все. Что мы от введения виз теряем, а что мы получаем? Я бы сказал, что мы ничего не теряем, а наоборот приобретаем. Мы укрепляем таким образом свой суверенитет. Мы усиливаем национальную безопасность, потому что заранее знаем, кто к нам заехал и кто выехал. Мы упорядоченно регулируем миграционные потоки. И последнее, но не менее важно, это мы таким образом будем пополнять и нашу казну, так как 100% консульских сборов от выдачи виз идет напрямую в казну. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, всегда рад помочь. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был заместитель министра иностранных дел Кан Таня. Мы продолжаем выпуск. Сегодня делегация из Абхазии под руководством генерала Закана Нанба вернулась из Адыгеи. Цель поездки – вручение государственных наград Абхазии добровольцам из Адыгеи, участникам Отечественной войны народа Абхазии. Всего в боевых действиях в Абхазии принимали участие около 180 добровольцев из Адыгеи. В состав делегации вошли руководство ветеранской организации АРО и советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами Абхазии, добровольцами Северного Кавказа Муаед Афаунов. Накануне группу ветеранов из Абхазии принял глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. Репортаж о визите нашей делегации был показан по местному телевидению. Мы предлагаем его вашему вниманию. Патриотический подъем был и тогда, когда в помощи нуждался братский народ Абхазии. Об этом вспоминали на встрече с делегацией этой страны. Цель визита и укрепление взаимодействия и вручение наград 13 добровольцам из Адыгеи, участвовавшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Говорят, что братьев не благодарят, начал замминистра обороны Братской Республики, но в этом случае молчать невозможно. Добровольцев из Адыгеи в Абхазии было 180 человек, и они были одними из первых, кто протянул руку помощи. Те люди, которые совершили первые подвиги, в числе тех людей были адыги. Первая группа добровольная, которая совершила вылазку в тыл врага, это была адыгейская группа. Народ Абхазии бережно хранит память о воинах из Адыгеи, и молодежь страны знает их поименно. А в нашей республике есть улицы, названные именами абхазских героев. Руководители Адыгеи и Абхазии регулярно встречаются. И многолетняя дружба только крепнет. Мы едины во многом, и наши отношения, они превыше всех других взаимодействий, с кем бы там они не были. Поэтому мы рядом. Во время Отечественной войны в Абхазии погибло 10 добровольцев из Адыгеи. В память о героях созданы мемориальные комплексы. Имена всех участников занесены в книгу памяти. Адам Хуаде посмертно стал героем Абхазии. 10 человек награждены орденом Леона, а 21 человек – медалью за отвагу. И сегодня в Государственной филармонии в торжественной обстановке заслуженные награды, пусть и годы спустя, получили еще 13 добровольцев из Адыгеи. Орден Леона вручен Евгению Петренко, Мурату Куижеву, Мурату Коцеву. Медали за отвагу удостоены Аслан Ачмис, Нальбит Зыбов, Мусардин Зафесов, Рустем Зехов, Каплан Куижев, Амин Костоков, Шихам Чесибиев, Руслан Копш, Султан Хамхоков и посмертно Рамазан Барчо. Валерия Врубель, Юрий Зиньковский, Амир Ликусеш, Вести, Адыгея. На 87-м году ушел из жизни заслуженный винодел Абхазии Владимир Ачба. Он один из авторов многих известных марок вин, таких как белое сухое Анакопия, красные сухие вина Радета и Чегем, красные полусухие вина Ишера и Амра, а также коньяка Айнар. До 1999 года Владимир Ачба возглавлял госкомпанию «Абхазвино». В последние годы работал консультантом фирмы «Вина и воды Абхазии». Распоряжением премьер-министра Абхазии создана комиссия по организации похорон Владимира Ачба. Своими воспоминаниями о нем делятся его коллеги. Я с
Владимиром Николаевичем работал с 1965 года. Абхаз-винкомбинат назывался. Очень грамотный винодел, очень. Многие учились у него, в том числе и я, будучи закончив Краснодарский институт пищевой промышленности. Вероятно, этот опыт передался от отца. А отец работал еще несколько десятков лет тому назад. Отзывчивый, очень добрый, но и умел быть строгим. Умел быть строгим. Когда можно было, он кулаком по столу и в порядок приводил все. А так, в принципе, он был очень хороший. Как человек был он хороший, такой был хороший специалист, такой же был друг и такой же директор. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. До свидания.